Продолжаю писать карту дня на 24 июня, это пятница. Следующие 6 знаков зодиака от Весов до Рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня есть первая часть этого видео. Ссылочка на нее есть под этим видео в описании. Также вы еще можете оставлять запрос в комментарии. На первую часть я вам буду оставлять ссылочку в комментарии, да, если вам не хочется искать. Так, хорошо. Смотрим дальше. Весы. 24 июня. Так, весы. 24 июня. Пятница. События дня. Смотрим. Сейчас посмотрим, весы. Что-то у вас карточки не были непослушные. Интересно, на что они тут намекают? Так, показывает, что может быть плохое самочувствие. Казенный дом. Кстати, казенный дом — это может быть больница. Это какое-то госучреждение, да, то есть если это, например, болезнь, больница. Может быть, вы будете посещать больницу в этот день. Ну, не обязательно, да, лабораторию, стоматологию, да, то есть какого-то, может быть, мастера, специалиста. Так, приглашение. Вас куда-то могут пригласить. Успех еще вот пропустила. Успешное посещение госучреждения. Ожидание. Ожидание, болезнь. Ожидание. Может быть, ожидание человека, связанного с медициной. Или ожидание в больнице. Ну, вот какое-то ожидание, связанное с вашим здоровьем. Не знаю, что это может быть. Так, встреча. Прибыль, финансовые поступления. Отличное настроение, солнышко. Угу. Корона еще есть. Общение с представителем закона власти. Да, то есть, возможно, в казенном доме вы будете общаться с каким-то вот влиятельным человеком. Так, получается, смотрите. Посещение госучреждения, приглашение, успешное посещение. Дальше что-то связано с вашим здоровьем, какое-то ожидание. Ну, либо, конечно, могут проиграться и отдельно. Допустим, да, вы занимаетесь своим здоровьем, будет какое-то ожидание еще в этот день. Встреча будет, получение прибыли, общение с каким-то важным влиятельным человеком и много радости. Смотрите, да, у вас все события хорошие, кроме вот непонятно, как себя проявит череп. Плохим самочувствием или просто тем, что вы занимаетесь своим здоровьем. А так все остальные события очень хорошие. Благодарю за внимание. Весы. Перехожу к скорпиончикам. Смотрим дальше. Скорпионы. Скорпионы. 24 июня. Двадцать 24 июня. Скорпиончики, пятница.
поездка какая-то, дорога. Куда-то пойдете, поедете в пятницу. Траты могут быть. Ну, вернее, даже знаете как? Какие-то операции, связанные с деньгами. Да, то есть у кого-то это могут быть поступления, у кого-то переводы, у кого-то траты, да, то есть по-разному. Чаще, конечно, проигрывается как траты, да, потому что, видите, деньги высыпаются из мешочка. Колокольчик, пустые разговоры. Может быть, в поездке. Да, едем и болтаем. Деловая встреча. Застолье. Хорошие новости, шарики. Ножницы здесь нельзя было уже делать, потому что карточка была зафиксирована. Так, и, возможно, откроется какая-то тайна, какой-то секрет. Да, вот, может быть, на застолье узнаете какую-то интересную новость. Успех еще есть. Ну, прям замечательный день. Слушайте, пятница. Прям лучше не придумаешь. Угу. И время еще есть. Ну, вот единственное, что нужно делать, это следить за временем, да, потому что будильник, если выпадает, показывает, что, возможно, где-то будете торопиться, спешить или, наоборот, ждать. Вот, например, замочек еще иногда проигрывается, как что-то закрыто, да, то есть, и, возможно, придется, например, подождать, чтобы открылось, да, вот как-то так. Значит, смотрите, получается, точно будет поездка, какая-то дорога может быть, траты, застолье, пустые разговоры, встреча, хорошая новость, успех, откроется либо какая-то новость, либо что-то может быть закрыто, и время. Нужно будет следить за временем только в этот день. Единственное предостережение для вас. Благодарю за внимание. Вот такой замечательный день получается. В пятницу. Переходим дальше к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов с вами. Так, стрельцы. Двадцать 24 июня, пятница. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Два сердца, любовь. Исполнение желания. Посещение госучреждения. Радость. Радость от исполнения желания, может быть.
дорога, кстати, казенный дом рядом с дорогой может показывать аэропорт, ЖД вокзал. Это же тоже казенные дома. Письмо. Письмо часто показывает получение на руки какого-то либо документа, либо какой-то бумаги, справки, посылки еще иногда. Может быть, например, билет. Да, то есть у вас на руках билет или на руках какие-то документы о поездке. Ожидание. Ожидание почему-то выпадает со второй половинкой, с любимым человеком. Ожидание любимого человека, не знаю, в общем. Прибыль. Кстати, прибыль, конверт. Прибыль в конверте. Или прибыль поступления, возможно, будут какой-то перевод, например, пойдете получать. Так, сейчас мы с вами посмотрим, что получается в целом. Значит, точно все хорошо в личной жизни, любовь. Да, если у вас нет второй половинки, это может быть знакомство, два сердца показывают. Ожидание, исполнение желаний. Может быть, кстати, ожидание дороги, да, в казенном доме, например, ждете. В общем, ожидание какое-то, посещение госучреждения, исполнение желаний, поездка, большая радость, поступления финансовые. И на руках вы держите какой-то документ, справку, бумагу, может быть, конверт даже какой-то. Вот какая-то бумажка будет у вас в этот день на руках. Вот такой у вас получится замечательный день выпадает в пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к козерожкам. Меняем значок, смотрим. Козероги. Козероги, 24 июня. События дня. Пятница. Покажите мне, пожалуйста, что будет у козерогов. У вас выпадает приглашение. Вас куда-то пригласят в пятницу. Встреча. Прибыль. Смотрите, здесь еще мог получиться обман. Видите, маска. То есть, если вы первую увидели маску, тогда у вас проиграется обман. Но я увидела первый сундучок. Поэтому для большинства козерожек все-таки проиграется сундучок. Время. Надо будет вам следить за временем в этот день. Гости. Приглашение, гости, время. Подарок. И больше нет ничего. У вас тут в основном события выпали на какое-то мероприятие, видимо, да, то есть, смотрите, вас куда-то приглашают, да, в гости.
подарок. То есть часы намекают на то, что это будет на определенное время, да, а подарок на то, что вы пойдете с подарком. Поэтому тут вот 4 события указывают на одно, скорее всего. В общем, что у вас выпадает? Подарок, приглашение. Следите за временем, будет общение с гостями, будет встреча и будет еще финансовое поступление в этот день. Так что смотрите, да, какой хороший день. Одни положительные события. Но единственное, да, вот предостережение — это время. Нужно будет следить за временем вам. Так, переходим дальше к водолеям. Сейчас будем смотреть, что у водолеев. Водолеи. «24 июня». «24 июня». Водолей, пятница. Угу. Неприятность. Первое событие у вас выпадает, поэтому вам нужно быть в этот день очень осторожными. Может быть, вам удастся избежать этой неприятности, потому что часто это наши какие-то ошибки, оплошности, да, что-то где-то потеряли, забыли, не туда отправили, не взяли, да, это и т.д. и т.п. Получение какого-то документа, справки, посылки. Большая радость. Слезы нельзя. Ага, рыбка еще есть. Скользкое дело. Могут втянуть вас в какую-то схему, да, в какую-то махинацию. Периметра я не вижу. Ни горизонтали, ни вертикали я не увидела совпадений. Получается, у вас 4 события. Первая неприятность может быть. Возможно, они вместе проиграются. Да, вот эта неприятность и скользкое дело. То есть, если вы не сможете избежать, да, вот этой рыбы, то тогда, произойдет неприятность. То есть, это как результат всегда после нее. Но я надеюсь, что вы избежите, да, вы теперь предупреждены. Это всегда какие-то заманчивые предложения, да, купи одно, получи второе в подарок, да, вот и что-то из этой серии, или там куда-то приглашают, зовут, что-то там, не знаю, получаете бесплатно. В общем, тут бесплатный сыр в мышеловке по рыбе всегда идет. Вроде сначала это кажется заманчивым, да, вот хочется согласиться взять, но потом через время вы понимаете, что это была какая-то ловушка. Так что будьте осторожны. Также в этот день у вас еще будет какое-то получение документа, не знаю, может быть посылки, может быть какой-то справки и хорошее настроение после этого получения. Вот для вас есть одно предостережение на этот день. Будьте осторожны. Благодарю за внимание, водолеи. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки. 24 июня. Пятница. События дня для рыбок. Покажите мне, пожалуйста.
Так, рыбки, смотрим, что у вас интересно. Угу. Сразу же, что вижу, первая маленькая ссора может быть. Метла. Еще метла иногда показывает наведение порядков. Так что если планировали уборочку, да, то тогда это может быть просто уборка. Дорога. Либо в дороге с кем-то там можете поругаться. Мешок с деньгами. Это какие-то финансовые операции. Так. Получение новости. Новость придет либо на телефон, смартфон, да, может быть на электронную почту. Электронная новость такая, знаете. Любовь. Все хорошо будет в личной жизни. Конверт. Получение какое-то. Получение документа, справки. Пустые разговоры и исполнение желания. Якорь еще есть. Якорь — это фиксация, да, то есть это такая некая точка. Скорее всего, вы где-то проведете вечер в одном месте, да, то есть вот где-то заякоритесь и весь вечер будете в одном месте находиться. И замочек нельзя. Получается, смотрите, событий очень много у вас в пятницу. Единственное, да, у вас тут минус — это вот небольшая какая-то ссора с утра. Так что вот, может быть, постарайтесь ее избежать. Небольшая ссора, потом поездка, получение новости, финансовые, ну, скорее всего, траты. Мешок показывает траты. Получение. Что-то будете получать. Все хорошо будет в личной жизни. Исполнится желание. Пустые разговоры могут быть в этот день. И фиксация. Да, то есть вечер где-то проводите либо дома, либо в каком-то месте. Так что где-то вы там заякоритесь в пятницу. Вот такая информация у меня для вас, рыбки, на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.